Праздник, но уже российского масштаба, отметили в минувшее воскресенье в России, День воздушно-десантных войск. В Алдане этот праздник отметили очень необычно, уже третий год подряд. Там в этот день организуют культурную программу, показательные прыжки с парашютом и многое другое. О том, как прошел праздник, расскажет Руслан Павлов. Скопление голубых беретов и тельняшек и не только. В Алданском районе вот уже третий год День воздушно-десантных войск отмечают цивилизованно и с культурной программой. 85-летие ВДВ праздновали в Алдане на территории Центра подготовки лыжников, куда собрались десантники разных возрастов со всего района. Событию и униформе вторила прекрасная половина человечества, надев на себя тельняшки и береты. Конечно, мужчина однозначно должен быть таким, как десантник. Никто, кроме них, не могут отличаться такой красотой, статью, мужеством и силой духа. Дух единства присутствовал не только среди собратьев по оружию. На мероприятие пришли семьями. Детям десантники показывали пистолеты и автоматы, боевую технику. Женщинам дарили улыбки и комплименты. Все с удовольствием уплетали армейскую кашу под звуки местного рок-коллектива и праздничных речей с трибуны, которые всегда заканчивались известными слоганами «Слава ВДВ» и «Никто кроме нас». Создается такая атмосфера, да, где каждый, один – это не один, да, то есть, чтобы выжить, нужно быть вместе, поэтому как бы десантные войска и зовутся, да, боевое братство там и так далее, все это. То есть мы вместе, мы сила. Апогеем мероприятия стали прыжки с парашютом алданских и якутских парашютистов. Местным клубом парашютного спорта руководит Геннадий Романов. Он, собственно, и является инициатором праздника в культурно-массовом виде при поддержке боевого братства и военного комиссара района. Каждым годом прогрессирует этот праздник. Если еще 10 лет назад тут где-то пару пьяных десантников валялись под кустами, да, то сейчас такого нет, все люди цивилизованные. Еще одним зрелищным событием стали показательные выступления ребят из спортивно-оздоровительного клуба «Олимп». Они показали основы рукопашного боя, силу и бесстрашие десантников, когда ломали доски не только руками, но и головой, доказав в очередной раз, что крылатая гвардия дяди Васи – самое мощное оружие нашей армии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК «Сахар», Алдан.